В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В конце октября в России отмечается праздник малоизвестной широкой публике, а между тем эта дата отдает должное профессионалам, обеспечивающим спокойную жизнь граждан страны. Речь идет о сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии. 29 октября они отмечают свой профессиональный праздник. О специфике и о буднях стражей покоя мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Модест Тивцев, заместитель начальника управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по республике, полковник полиции Модест Модестович. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какие задачи решает ваша организация в нашем регионе? Наша Росгвардия вневедомственная создана в 1952 году. И сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину. Наши основные задачи — охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности. Также охрана объектов юридических, физических лиц по договорам на возмездной основе. Под вашей охраной и защитой какие объекты нашей республики? По республике у нас в основном объекты жизнеобеспечения, важные правительственные объекты. Около 6 тысяч объектов нами охраняется. Например, образовательные учреждения 100%, все школы, садики под нашей охраной. Министерство здравоохранения, культуры, вот такие объекты, которые критически важны и обеспечивают жизнеобеспеченность нашей республики. Мы охраняем. Насколько эффективна ваша работа? Как можно ее оценить? Наша работа, она круглосуточная работа. В день доступает у нас около 60 автопатрулей по всей республике. Несут службу в круглосуточном режиме. Сказать, что у нас качество несения службы — это показатель, то, что у нас с наших охраняемых объектов ни одной кражи допущено не было. И все хулиганы, правонарушители задержаны, доставлены в нормальном режиме. Кого принимают на службу в подразделения охраны? Какие требования, особенно к кандидатам? У нас принимаются на службу молодые люди, отслужившие в рядах вооруженных сил с 18 до 50 лет. Сейчас в прошлом году немножко поменялось, поэтому возрастной ценз немножко повысился. Принимаем молодых людей, отслуживших в рядах вооруженных сил, повторяюсь, извиняюсь, и имеющие среднее образование, несудимые, не привлеченные к административной ответственности, рост не ниже 1,65 м, сейчас такие требования. И есть вот такие моменты, когда девушек тоже, которые к нам обращаются по здоровью, состоянию здоровья, категория А и Б. У нас это устанавливает военно-врачебная комиссия, согласно прохожденной медосмотра. И человека, людей мы берем у нас на службу, приглашаем молодых людей к нам на службу, послужить нашей Родине в наше тяжелое время. А где-то обучение, возможно, проходит? Обучение у нас, когда сотрудник приходит после школы, после техникума, у нас есть специальные, не у нас, а в системе МВД есть центр специальной подготовки, где они проходят обязательную подготовку в течение 3-6 месяцев. И, соответственно, после обучения мы сами, руководство, не руководство, а весь наше подразделение их обучает на постоянной основе. Приемы борьбы, стреляет, учится, приказы изучает в таком формате, на постоянной основе. Очень интересно, как такое обучение проходят девушки и какой работе они обычно привлекаются. Много ли таких у нас в республике? В последнее время тенденция такая, что девушек мы принимаем все больше. Мы не стараемся их выставить на посты, которые стационарные, где они несут службу на постах, а в патруле, где экипаж, где надо выезжать, стараемся молодых людей крепкого телосложения, здоровья, чтобы они могли обеспечить правопорядок. То есть они также проходят обучение рукопашному бою? Да, все обучаем стрелять, приемам борьбы, всем этим. А интересно, кадровое обеспечение в районах республики, филиалы ваши? У нас в республике 17 филиалов, сейчас на данный момент под вневедомственной охраной Росгвардии. Есть проблемные вопросы, но мы решаем их в рабочем порядке. Таких критических моментов нет. Материально-техническая база как? Материально-техническая база у нас, скажем, зарплата у нас стабильная, идет, зависит от срока службы сотрудника, звания, должности, северные эти, которые... молодой сотрудник чуть поменьше получает, а который отработал достаточное количество лет, у него считаю, что достойная зарплата у него.
Ну и, соответственно, у нас все соцпакет полный. И если человек отработает 15 календарей, он может уйти на пенсию уже. Заслужил, как бы, это минимальная пенсия. Ну, может, соответственно, дальше продолжить службу, так, как бы, нарабатывать опыт. Мгм. Ну и, конечно же, специфика вашей службы такова, что порой приходится рисковать жизнью. Мы, конечно, сейчас немножко сказали о подготовке, но давайте немножко подробнее остановимся на этой теме. Как проходит подготовка? Ну, подготовка у нас, когда наряд заступает, ежедневно показываем, передаем ориентировки, какие у нас там особо важные объекты, на что надо обращать внимание, какие совершены в городе там преступления, правонарушения. Соответственно, у нас поступает сигнал на наш пульт, и наш экипаж направляется на место происшествия, где выяснять, что там случилось. Соответственно, мы не знаем, что его там ожидает. Там может быть вооруженный преступник, может там ножевой, может там массовая драка. И они должны быть готовы ко всему. Стрессоустойчивые сотрудники. Мгм. Какие новые технические средства используете? У нас в связи с тем, что научно-технический прогресс очень быстро развивается. Раньше у нас были проводные, сейчас мы пользуемся каналами связи, сотовой связи, интернет-связи, и радиоволнной связи. Сейчас как бы раньше поставили сигналы только где телефоны, провода, а сейчас можем везде, где есть сотовая связь, поставить наши приборы и охранять имущество граждан, любого юридического лица. Соответственно, также кнопки тревожные, которые сейчас выведены на все эти магазинчики, развлекательные заведения, тоже это самое быстрое реагирование, я думаю, на данный момент. Вызов полиции – это вызов кнопки КТС. В течение в черте города Якутска там приезд 4-5 минут. Мы кратчайшим путем прибиваем, выявляем, выясняем, собираем материал, если надо, людей доставляем в отделы полиции. Мгм. Ну и в связи с вашим профессиональным праздником расскажите немножко о том, как вы отмечаете праздник. Возможно, у вас какая-то программа, что-то интересное. Как у нас сегодня рабочий день, поздравили ветеранов наших, собрали, чай попили. Кто отличились сотрудники, поздравили грамотами, благодарностями. И все в рабочем режиме, потому что у нас служба круглосуточная, несем службу, никогда не останавливается, поэтому у нас все идет в рабочем порядке. Таких там торжественных мероприятий у нас, Какие-то конкурсы, возможно, у вас? Конкурс у нас проводится не к дню ведомственной охраны, а так профессионально у нас конкурсы проводятся в рабочем порядке, не по таким датам. Есть. Ну и, конечно же, хотелось бы услышать ваше пожелание вашим коллегам. Да, уважаемые коллеги, ветераны, прошу вас поздравить с нашим днем ведомственной охраны, 72-я годовщина. Желаю всем, как говорится, сотрудникам карьерного роста, выполнения боевых задач, ветеранам здоровья, нашим детям, женам, семьям, терпения, чтобы они нас ждали, и мы обязательно вернемся к вам, с выполненной боевой задачей. Ну что ж, я тоже также присоединяюсь к вашим поздравлениям и вас поздравляю. Спасибо, что уделили время, ответили на наши вопросы. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.